Добрый день всем, кто настроился на нашу программу. В эфире ровно 11 часов дня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин, а мой собеседник, руководитель башкирского отделения общероссийского движения в защиту прав избирателей «Голос» Ринат Факиев. Я должен сказать, что «Голос» признан в России НКО иноагентом. Добрый день, Ринат. Как Доброго слышно? дня, друзья. Да, Хорошо. слышно, слышно. Напомню, что трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте, на наших площадках, а также в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостан». И именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии и вопросы. И не забывайте ставить лайки. Для начала, Ренат, давай проясним статус НКО. А то некоторые коллеги, видимо, после возбуждения дела против Григория Мелконьянца стали путаться. В общем, каков на сегодняшний день статус движения, общероссийского движения «Голос»? Общероссийское движение «Голос» признано НКО, выполняющее функции иностранного агента без образования юридического лица. Статус нежелательной организации нам никто не присваивал, и слава богу, что называется. Все ясно. Может быть, ты пару слов расскажешь о Григории Мелконец, если что-то тебе известно на сегодняшний день, какие-то последние новости? Да, конечно, Григорий полон сил и духом, находится в ФИЗО, ожидает суда, но по своему делу первого суда, первое заседание судья было. Ждет от вас писем, на самом деле. Пишите ему очень радостно получать такие весточки, и в ответ он пишет тоже письма. Вот, рассказывайте ему новости, особенно о выборах, если вы в них участвовали, что-то интересное заметили, а может быть, вы были наблюдателем. Со всей России люди ему пишут, им очень приятно получать такие письма, вот, это его очень поддерживает. И вас тоже поддержит, поверьте мне. А как это можно сделать? Это через специальную систему СИМ-письмо. Если кто не знает, напишите мне в соцсетях, найдите меня. Ренат Факиев в Инстаграме, в Фейсбуке, даже в ВКонтакте, простите, в Одноклассниках меня нету. Я вам подскажу, как это лучше всего сделать. Ну да, я тут тоже должен сказать, что Инстаграм и Фейсбук, они входят в корпорацию Мета, которая признана в России экстремистской организацией, запрещена, но не ликвидирована. Пожалуй, ну просто, собственно говоря, вот это я обязан сказать, согласно закону о СМИ. Ну, естественно, основная тема сегодняшнего разговора — это выборы, которые прошли вчера в Башкирии, в Госсобрании. Это основные выборы, были другие кампании, но про Госсобрание мы поговорим. Давай начнем по порядку. Считаешь ли ты, что в процессе выдвижения и регистрации кандидатов в республике все проходило в рамках закона? Была ли честная конкуренция еще и в период агитации? Пока эти этапы кампании обсудим для начала. Ну, в целом, как всегда, нет. То есть, скажем так, кто реально мог бы выдвинуться и создать конкуренцию на выборах, их многих или партии сами не допустили, или они сами почему-то решили не участвовать. Вот прям, чтобы зарубали прямо вот на уровне территориальных комиссий, я не помню на самом деле. Ну, может быть, какие-то отдельные эпизоды были, но так сходу не вспомню. Вот. Это на этапе регистрации выдвижения. Вот. Скажем так, сработала мощная самоцензура, видимо, скорее всего. Ну, Вот на я этом этапе. чуть-чуть тебя поправлю, потому что мы рассказывали там об одном из активистов экологических, Ильдаре Юмагулове, которому, если помнишь, в Мгм. свое время там даже переломали ноги за его Да, активную да, да. позицию. Вот его как раз ему отказали в регистрации, хотя он Ну собрал вот, там подписи. Ну, вот этот случай э, единичный. Может быть, еще какие-то, единственное, да, конечно, да. были случаи, но вот Но вот в больше том-то я и не... дело, что мы мониторили, и вот прямо чтобы комиссия отказала, вот не было таких случаев на самом деле. Так, Ну, насчет отказала. агитации? Ну, агитация была, ну, скажем так, вялая, мягко говоря. Для такого масштаба региональной кампании в парламент, в Курултай республики, ее было немного по нашему мониторингу, по мониторингу СМИ, по мониторингу реальной ситуации на улице, да, что называется. Да просто люди мне говорили, ну, как бы, как всегда в соцсетях, да, что происходит, собственно, что, выборы, что ли? Как всегда у нас. Ну, потому что власти нужно, чтобы была явка как можно меньше для того, чтобы нагнанный электорат, которым управляется, да, эти результаты, был результат сильно выше. Так это получилось на самом деле, как всегда. Мгм. Ну, теперь, наверное, видимо, самый смысл перейти резонно к дню голосования, к вчерашнему дню. Как по твоим данным, по данным движения, проходил день голосования в Башкирии? День голосования в Башкирии в тех городах, где у нас была, откуда у нас была максимально точная оперативная информация, происходил, ну, я бы сказал, нервно. Нервно, потому что во многих случаях, на многих участковых избирательных комиссиях были как и мелкие, так и серьезные нарушения.
Соответственно, вот мы знаем про Уфу, знаем про Нефтекамск, знаем про Учалы. Вот, нам передавали информацию с места, что называется, с деталями. Вот, и судя по статистике, которая у нас есть, мы же не на одном участке в городе Нефтекамске, да, имеем информацию. У нас много разных участков давали информацию, много разных людей делилось с нами, много разных председателей, членов комиссии. Вот, так что с утра, если говорить про день голосования, с утра на участке допустили более-менее всех, на самом деле, хотя раньше такое наблюдалось прямо со скрытия. Не пускали просто, приходилось с боем добавлять своих людей. Нет, пускали более-менее нормально. В некоторых участках просто сами либо кандидаты, либо партии, либо ошибались с документами, там были неверно оформленные документы, людей не пускали, либо партия либо кандидат отзывали своих наблюдателей. Есть такая процедура отзыва. То есть ты направил человека, но можешь его отозвать специальным документом оформленным. Вот такое было на прошлом горсовета от партии «Яблоко», сейчас это от коммунистов. Такое было и от «Справедливых Росов». Вот, так что вот такое прямо на открытии было с утра. В целом участки были более-менее готовы к работе, да, никаких серьезных нарушений при открытии не было. Давали проверить все, что нужно проверить наблюдателю члена комиссии с правом решающего голоса, там опечатывание урн, чтобы все висело на месте, что должно висеть, а что не должно висеть, не висела, например, агитация. Такое буквально вот у нас на одном округе, а один округ это чуть больше 40 участков, на одном или двух участках висела агитация. Ну, скажем так, остатки агитации, видимо, не сняли. Вот на остальных... Не успели снять, да, видимо? Да, по закону внутри помещения для голосования не должно быть никакой агитации внутри, да, вот там, где мы голосуем. И на территории ближе, чем 50 метров от входа в здание, где находится помещение, ну, например, вход в школу, да, или в Дом культуры, или в ЖЭК, да, где у многих школ избирательной комиссии находится, там вот тоже не должно висеть никакой агитации. Дальше можно на улицу, понятно. Вот, так что в этом смысле утро прошло более-менее спокойно. Вот. Ну, а дальше началось голосование, и мы начали следить за... Ну, собственно, первое, что мы видим с утра, это явка. Да? Сколько людей приходит голосовать, из тех, кто вот ранние пташки, самые первые. В целом, наши наблюдатели сообщили нам, что явка не больше обычного, а то и ниже, получается, с утра была. Ну, почему с утра? Потому что, напомню, голосование началось раньше, обычно оно в 8 начинается, но в этот раз в 7 сделали, и заканчивалось позже. Обычно в 8 заканчивалось, и теперь сделали в 9. Ну и слава богу, хотя бы в один день, а не в 3, как во многих регионах, поэтому у нас не 3 дня, а 1, но зато не 12 часов, а 14 часов голосования и наблюдения. Плюс, разумеется, бессонная ночь при подсчете голосов. Ну и могу отметить, что вот эти вот ранние открытия никаким образом не сдвинул ни в плюс, скорее в минус немножко, явка упала. С утра там мало людей пришло. Вот. Ну, многие Ну, просто целом... не знали, что 7 часов, например, лично я сейчас впервые от тебя с удивлением узнал об этом. Я думал, что с 8 часов. Да. Хотя комиссии, не все, но многие комиссии активно приглашали на... Ну, и в воскресенье в 7 утра вставать, конечно, сложно, согласись. Да, совершенно верно, да. Вот я знаю, просто у нас члены комиссии тоже делятся с нами информацией, члены комиссии дежурили, ходили по своим участкам и разносили по домам такие приглашения бумажные. Там четко написано время работы в день голосования. То есть прямо написано с 7 до 9, пожалуйста. Ну вот люди не хотят, да, в воскресенье просыпаться пораньше и приходить. С 8 плюс-минус начали, как всегда, голосовать. Вот, это значит, с утра пошел избиратель на участках. В течение дня, ну, в целом, явка была плюс-минус такая же или чуть ниже. Я ее оцениваю по Уфе. Реальную явку порядка 20, ну, может быть, 25%. На нашем округе она была даже меньше, порядка 20-22%. Даже некоторые участки показали явку итоговую 12%. Что ниже средней 15% явки обычно в центре Уфы, она такая, к сожалению, такая на региональных выборах. Федеральные выборы вызывают больше интерес, там явка больше, обычно это Госдума, президент Российской Федерации. Вот, соответственно, иногда, вот коллеги делились фотографиями даже, затишье на участке сменялось очередью небольшой. То есть приходила толпа людей, разных людей, вот, которые выстраивались, вот так их много было одновременно
приходили они и голосовали за кого-то. Ну вот, соответственно, фоткидывали, это хорошо заметно. Или были такие ситуации, когда, ну, во множестве случаев были замечены ситуации, когда избиратель приходил, голосовал и при этом просил его сфотографировать для отчетности. Прям так не стесняясь, для отчетности. Мне на работе сказать, что я проголосовал. Вот, соответственно, вот такие вот факты некой подконтрольности мы фиксировали на разных участках. Вот, соответственно, это по самому дню голосования. В рамках этого дня голосования была информация о нескольких бросах, ну, натуральных бросах в помещении для голосования. Прям бросы – это когда кто-то пачку бюллетеней кидает за кого-то. Прям Я пачкой, видел да? фотографии, где там видно, что в прозрачной урне, ну, определенно такая толстая пачка лежит, которую, ну, Да, да. трудно на муски закинуть. Если ты один голосуешь, там у тебя все два бюллетеня, ты никак такую пачку сформировать не сможешь. В общем-то, Да, понятно. совершенно верно. Вбросы, они очень хорошо видны. У нас по большей части в Башкирии пластиковые прозрачные урны. Там прям хорошо видно, что вот вброс лежит такой, тоненькая пачка. Не тоненькая, а толстенькая пачка. Бывают разные пачки. Мы видели разные пачки сегодня, к сожалению. Вчера, простите. Нет, сегодня. Я уже до утра сидели, разбираясь на участке. Вот, соответственно, это был в Нефтекамске, участок 503, 504, причем 504 дважды, это вообще не поддается никакому разумению, как настолько наглым нужно было, чтобы дважды бросить на том тоже участке, причем что по нему же уже Ну, суд я даже думаю, видимо, состоится. за результат определенным людям премии должны полагаться за такое, нет? Но они, Поэтому видимо, готовы рвение еще объясняется. за этими премиями еще готовы, видимо, в суд сходить, потому что суд состоялся на эту тему. Вот. Так что вообще это, А ну, это результат подсудное суда дело, неизвестен собственно, еще? пока не сообщали, да. Не сообщали, да? Понятно. Вот, соответственно, результат суда может повлиять и на итоги выборов, могут перевыборы быть назначены, то есть аннулирован результат, и перевыборы назначены на этом участке, либо это может даже повлиять на самого председателя. Его могут снять, штраф могут назначить, или даже условный срок могут назначить, если будет доказано. Как бы, вот, соответственно, довольно серьезная штука на самом деле, но вот настолько они безбашенные. Ну, Нефтекамск в этом смысле отличался некоторой, но, скажем так, резвостью мысли в организации выборов в широком смысле всегда. Мы там разных замечали, фиксировали на фото, А видео Нефтекамск лично. всегда Что, такой или в этот раз так отличился? И почему вообще там сообщений достаточно много оттуда было, насколько я ну, помню? скажем так, почему про Нефтекамск мы так знаем много? Потому что мы его хорошо наблюдаем. Там очень много людей, которые занимаются наблюдением. Там активные наблюдатели, активные члены комиссии. Они делятся хорошо информацией. Там и молодежь есть, которая в этом участвует, и средний возраст людей, и пенсионеры уже. То есть там прям вовлечены в это. Я же говорю, активные ребята, со всех сторон активные ребята. И поэтому мы получаем много информации такой. К сожалению, по остальным городам республики вот, на этих выборах у нас нет такой информации. Вот. В Челах еще немножко. Соответственно, вот, поэтому у нас есть разнообразная информация. Ну и там что-то еще произошло, насколько я понимаю, там был эпизод с каким-то наблюдателем, поправь, если ошибаюсь, Константин Зарубин, якобы ему вручили повестку там на одном из участков, как раз то ли 503, то ли 504, как раз на одном из этих участков. Так? Ну, он не наблюдатель, он представитель партии, во-первых. Представитель партии. Да, представитель партии. Вот. Да, ситуация такая произошла. Ему, пока он ехал на участок или с участка, полиция вручила ему повестку. Хотя он не военнообязанный. Вручили повестку. Вот, так Серьезно? что, Он даже не военнообязан? Такую деталь знаешь? ну да, как бы вот вручили повестку. Такой вот элемент запугивания. Ну вот. Интересно. Просто Ну, мне как представители власти, не буду говорить, кто конкретно, прям писали в WhatsApp и говорили, что это фейк. Посмотрите, внимание, обратите на дату повестки. Якобы там она слишком рано, там 9 октября его приглашают. Почему именно в сентябре на следующий месяц? То есть как бы такое было объяснение, что это фейк. Но я потом связался с самим Константином Зарубиным по телефону. Он подтвердил, что да, он повестку получил. Может представить копию. В общем-то, и копия, она Да. потом попала в соцсети. Там видел синюю печать. Вроде бы она не вызывает таких каких-то сомнений. Но, тем не менее, вот интересный момент, конечно, интересный. А что еще Да. можешь сказать про выборы? Потому что день голосования, так он сказать, длинный был. Плюс еще немаловажный момент – это подсчет. Вот во время подсчета что-то происходило?
Да, давайте расскажу. Ну, давайте еще немножко про Уфу. Ну да. Соответственно, ну, в Уфе тоже попали сигналы о вбросах, да, вот, соответственно, но это уже непроверенная информация, к сожалению, у нас нет достоверной информации о том, что действительно вброс был или нет. Это в день голосования. Что могу отметить положительного, как ни странно, на нашем округе, где мы проводили наблюдение активно в Уфе, соответственно, есть такой элемент, часть голосования, в которую можно очень легко подделать итоги голосования. Устроить вброс и потом никому ничего не докажешь. Это выездное надомное голосование. Вот. Если за ними следить, то очень легко уехать с 5 заявлениями с 5 реальными заявлениями от реальных избирателей на надомное голосование и приехать с сотней бюллетеней проголосовавших, ну, потому что вот они тоже, пока мы ехали, нам Тут ставили... внезапно соседи появились, да, какие-то, которые Да-да-да, захотели. соседи, дом престарелых, соцработники поделились. Ну, там А процедура масса какая вариантов. должна быть? Вот ты поехал с 5 и должен вернуться с 5. Рассказываю. Значит, процедура такая вот. Выписали, например, 5 человек, что нужно ехать, обеспечить голосование 5 избирателей. Берется 5 бюллетеней плюс запасные, разумеется. 5% больше нельзя, больше 5% нельзя от количества, но не менее 2 штук. Ну, соответственно, если Ну, вам допустим, 7 заявку штук с собой оставили 5, взял. 7 штук взяли. Вот у вас максимум есть возможности, вам больше не дадут просто никак голосовать. Если, ну, причем такая реальная ситуация происходит постоянно. Приезжаете в квартиру, у вас там 2 человека, один оставлял заявку, а другой нет, семейная пара, например, да. Причем видно, что, например, оба по состоянию здоровья не могут прийти. Ну, совершенно нормальная ситуация, но формально нужно поступить следующим образом. Один человек, который оставлял заявку, голосует, второй в этот момент комиссия оставляет заявку на себя, и в следующий раз, если это возможно, если комиссия первый раз приезжает, а не последний, может в следующий раз заехать и проголосовать. Вот так можно поступать, так и нужно Интересно. поступать. И что ты хотел А сказать вот, по поводу этой формы голосования в Уфе? так вот, ранее на предыдущих выборах регулярно замечались такие истории, когда, вот, собственно, как я говорил, да, выписывают на 10 человек, а приезжает обратно сотни, а тут с 2 сотнями такое вот тоже фиксировалось. Это грубейшее нарушение. Но если вы не выехали на место, да, вы не поехали с комиссией, как наблюдатель или член комиссии с правом решающего голоса, ну, может быть, как журналист, то ничего вы никому не докажете. Ну, тут нет таких доказательств, да. Вот. Соответственно, нужно за этим следить. Вы специально следили за этой процедурой, и нарушений здесь не было. Ну, то есть там были участки, где вообще не было надомного. Для справки, в Уфе, как в городе-миллионнике, обычное количество выездного, нормальное количество выездного голосования, заявок, ну, 15-20, иногда 30. Вот это нормально. Больше 50 уже подозрительно, на самом деле. Да? Это на каждом Вот. участке ты имеешь в виду? Да, в среднем на участке, в городе Уфе это 2000-2100 избирателей. Ну, плюс-минус, понятно, но вот в среднем так. И поэтому 15-20, 30, может быть, 50, это уже край, сверху, это уже очень подозрительно. Вот, слава богу, у нас и заявок много не было, и возвращались, уезжали нормально. Во сколько взяли, столько меньше обычно меньше на самом деле. Приезжает, дверь не открывает, приезжает, а мы уже проголосовали, такое бывает. Вот, приезжает, а мы не оставляем заявку, мы не хотим голосовать. Вот, поэтому меньше обычно возвращается, чуть меньше. Вот, не все голосуют, кому поехали. Вот, поэтому эта часть процедуры была чистой. Ну, на нашем округе, где мы вели наблюдение. Вот, соответственно, не могу отвечать за другие округи, надо написать цифры, потом еще аналитику более подробную сделаем по всем участкам, по всей Башкирии, на самом деле. Вот, соответственно, ну вот весь день голосования, что могу отметить, что все-таки было заметно некое, ну, не принуждение, а давление проголосовать в целом и выслать обратную связь, отметку, да, что я проголосовал, с фотографией бюллетеней. Ну, то есть за кого проголосовал, имеете, да? Даже так? Но это же нарушает тайну голосования, по большому счету, да? Ну да, это отчетность какая-то внутренняя, которую ты делишься от Это своего же уже имени. не тайное голосование, получается, а открытое как бы Да, да. для Ну начальства, да, как минимум. ну для начальства. Но если только ты нехитрым образом взял чужой бюллетень, как некоторые делали в целом, это по России такое бывает. Берешь У бюллетень, нас народ, он, конечно, хитрый, очень может и выйти из любой да, ситуации. голосуешь для отчетности, как сказали, например, ставишь галочку, ставишь фотку, подходишь к комиссии, говоришь, я бюллетень испортил, дайте мне, пожалуйста, следующий. Обязательно выдают тебе следующий, и ты уже голосуешь как хочешь. Все, пожалуйста. Интересный Простейшая момент. процедура, Интересный лайфхак такой, да? которая позволит вам и высказать свое мнение все-таки, да, в этой части,
и при этом отчетность соблюсти. Пожалуйста, пользуйтесь, абсолютно законно. Ясно. А что еще про Уфу? Есть что-то добавить? Ну, глобально нет на самом деле. Мы еще посмотрим, говорю, аналитику по другим участкам более детальную, да. Но вот там, где мы наблюдали, и там, где мы получали информацию, это был, один округ полностью мы, например, наблюдали, и еще один округ частично, получается. Вот. В день голосования ничего такого особенного не замечали. Вот. Потом, собственно, к концу дня явка снизилась. Ну да, на некоторых участках, должен все-таки отметить, на некоторых участках было большое расхождение между реальной явкой и явкой, которая официальная. При том, что официальную явку долго нам не оглашали, мы ее ждали на сайте ТИК, а задержка там идет порядка 2 часов, что ли. Ну, то есть, например, данные на 12 часов на сайте ТИК появлялись примерно в 2 часа. Ну, то есть, И они не эти 2 совпадали часа, с вашими, да, показателями? ну, в некоторых, в небольшом количестве участков они сильно не совпадали. Ну, то есть не совпадать на 1, 2, 3 голоса – это нормально. Ну, то есть, обсчитались, такое бывает. Но когда у тебя совпадение на 50, на 60, на 100 голосов, 120 голосов, это уже серьезно, да, это большое расхождение. Особенно в первой половине дня. Это не к концу дня, когда уже много пришло, это еще в начале дня, когда еще первая часть избирателей проходит. А ты можешь пояснить, как наблюдатели фиксируют количество пришедших на участок? Специально какой-то инструмент или просто на глаз считают? И потом галочки ставят какие-то? Нет, галочка ставит, разумеется, зачем тут инструменты? Избиратель приходит, отмечает, что он получил бюллетень, либо его положил его в стационарный урну, пожалуйста, любое из этих действий будет верным отметить. Вот, соответственно, вот они собирают, так дают информацию, и мы смотрим, сверяем их с официальными. Так вот, официальные им на участке не оглашали, почти нигде не оглашали. Хотя обязаны. А это законом предусмотрена эта процедура, что нужно объявлять каждые 2 часа или сколько вот именно явку? Законом нету такого положения в законе, чтобы нужно было объявлять всем, но дело не в этом. Дело в том, что наблюдатель, и уж тем более член комиссии по решающему голосу, имеет полное право ознакомиться со всеми данными, которые касаются, всеми документами и данными, которые собирает комиссия в части организации проведения выборов, голосования. Вот. Соответственно, как эта процедура происходит? Если информация нужна, наблюдатель или член комиссии по решающему голосу подходит к секретарю, либо к заму председателя, либо к председателю и спрашивают: уважаемый секретарь, сообщите, пожалуйста, явку, которая есть у вас там на 12 часов дня. Она у них есть, они ее посчитали. Соответственно, они ее обязаны предоставить. Они это не делают, но это странно, потому что мы все равно не узнаем через официальный источник. Но позже, но узнаем. Но они упираются. Большинство из них, не все, но большинство из них упиралось и говорило: нет, нам запретили вам давать эти цифры. Что нарушает принцип работы избирательной комиссии, которая должна действовать открыто и гласно. Это один из базовых принципов работы комиссии. Вот здесь он нарушается, это базовый принцип. Открыто и гласно. Открыто — это означает все, что происходит касаемо выборов вот в этом помещении для голосования, должно проходить доступно наблюдению глазами, да, чтобы было видно, что происходит. Вот. А гласно — это означает, что либо сообщать, то есть оглашать какие-то результаты, действия, может быть, комментировать происходящее, либо по запросу давать информацию. Вот что означает гласно. Но вот ни первого, ни второго зачастую не происходит. В большей части участковой комиссии не происходит, к сожалению. Понятно. Так, переходим к подсчету голосов, потому что, на мой взгляд, это самая важная часть в данный момент, в день голосования, процедуры всей избирательной. От того, как посчитают, как говорил товарищ Сталин, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Что в Да, этом? к сожалению, в России это правило до сих пор соблюдается. К концу дня голосования явка, как всегда, уменьшилась, да, такое затишье, избирателей все меньше и меньше. И в 9 часов закрывается избирательная комиссия, начинается, собственно, подсчет голосов. Что я могу сказать по этой части процедуры, которую мы наблюдали? Могу отметить, что все, кто должен был находиться в избирательной комиссии в этот момент, наши наблюдатели, члены комиссии, наблюдатели, с которыми мы сотрудничали, члены комиссии по решающему голоса, они остались, их никого не выгнали, хотя в прошлые разы такое бывало, прям выгоняли. Но на самом деле процедура усложнилась, это можно сделать теперь официально только через суд. И, как говорится, слава богу, потому что именно через суд сделать это невероятно сложно на самом деле. То есть, получается, это еще очередной плюс этой выборной кампании. Не это уже несколько лет длится, как процедура новая, которая позволяет удалить с участка наблюдателя члена комиссии только по решению суда.
Соответственно, это происходит крайне редко. Правда, крайне редко. Ну, то Вот, есть и все поэтому... члены комиссии остались на месте, и наблюдатели тоже, Да, по да, да, вашим да, да. данным? Да, только если кандидат либо партии не отзовет. В течение дня тоже такое может быть, там кандидат либо партии отзывает, да, приезжает специальными документами и отзывает. И, там, например, в прошлых выборах Горсовет такое было, опять-таки, наблюдался местами. Вот, соответственно, такого здесь не было. То есть все, кто наблюдал, кто хотел наблюдать, остались и наблюдали. Вот, ну, большая часть наблюдателей наблюдала пассивно, как везде, да, от кандидатов, от общественной палаты вот, были, да, наблюдатели. Но они сидели, как всегда, и вот молча сидели, молча глазели, но, скорее всего, играли в телефоне, да, что-то залипали, вот, потому что, ну, как это обычно происходит. И только некоторые активные наблюдатели, члены комиссии с правом решающего голоса, активно участвовали в работе комиссии, подсказывали комиссии, указывали на недостатки, которые нужно было устранить и так далее. То есть делали работу комиссии более правильной, более Давай честной. для нашей аудитории поясним, что важного в этот момент наблюдатели должны знать, понимать. То есть, я так понимаю, чтобы обеспечить достоверность выборов, итогов голосования, нужно соблюдать процедуру. В процедуре все хорошо прописано. Там, в принципе, если ты ее соблюдаешь, ну, это почти 100% гарантия, что ваши данные, как бы ваши голоса, ну, неправильно не посчитают. То есть это значит, Да, что да. каждый бюллетень, во-первых, наблюдатели должны показать так, чтобы было видно, где галочка. При этом озвучивается, за кого отдан голос, потом это кладут в ту папку, где как бы эти голоса считаются. Вот если этого не происходит, значит, есть небольшие риски, что произойдут фальсификации. Я правильно понимаю? Да, конечно, давайте я скажу, как это было вчера, сегодня. Да. Да-да-да. Вчера, сегодня. Я боюсь, что местами это продолжается, как ни странно. Сейчас расскажу. Итак, смотрите, что по факту. Значит, процедура действительно в законе федеральном в 67-м выборах довольно подробно написано, как это делать. Главный принцип следующий. Делаем все этапы, их там больше 10, делаем последовательно, и после каждого этапа оглашаем цифру, которая получилась. То есть каждый этап – это подсчет какой-то цифры. Там все очень просто на самом деле. И вот мы сделали первый этап, посчитали, например, в первом этапе идет подсчет неиспользованных бюллетеней. Это вот те бюллетени, которые привезли, но они остались. На русском, на татарском, на башкирском языках. Вот, соответственно, их погашают, отрезают левый и нижний угол. Это для того, чтобы нельзя было использовать как раз для вброса дальнейшего. Такая процедура. Вот, соответственно, и в законе, кстати, прописано очень четко, как считать эти бюллетени. Какие бы бюллетени мы не считали, там написано, как считать. Их нужно считать перекладыванием, вот прямо из стопки в стопку, и показывая всем наблюдателям, что там есть отметки, ну, либо нет отметок, как в случае с неиспользованными бюллетенями. Там надо показывать, что они чистые, да, что все нормально. Вот. И пересчитывать, считать перекладыванием. Раз, два, три, вот буквально так. А не как это обычно. Как это обычно, стопочкой берут и, значит, уголком. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, ну уже нарушение И при этом процедуры. да-да, и при этом это делает не один человек, как положено, а несколько, знаете, параллельный подсчет. То есть у вас остается же много бюллетеней. Вот Это эту как большую стопку. некий фокус получается, как наперсточники, отвлекать внимание, что ли? Или как? Я вам больше скажу, они сами себя путают. Сейчас расскажу. Значит, смотрите, у нас было несколько участков, где все проходило. Я потом, коллеги, подписывайтесь на меня, друзья, подписывайтесь на меня в соцсетях, кто еще не подписан. ВКонтакт тоже. Ну, Инстаграм и Фейсбук. И я там буду выкладывать примеры плохой работы и хорошей работы. Так вот, на некоторых участках хорошо работает комиссия, процедуру саму, да, и там были примеры, когда пересчитывают так, как правильно. Поверьте мне, когда вы это делаете вот так вот, у вас минимальный шанс ошибиться, и обычно в 12 ночи все заканчивается. Все счастливые, довольные, расходятся по домам. Ну, Так, кто по домам, а а кто что в тихие происходит на сдавается. самом деле в итоге? У большинства участковых избирательных комиссий что происходит? Значит, начинается подсчет параллельный. Члены комиссии разбиваются эту большую стопку на 2, на 3, на 5 и начинают считать. Чем больше людей участвует в процессе, тем больше вероятность ошибки. Здесь все очень просто. Мы люди, мы все люди, мы можем ошибиться, да? Вот, и опять-таки, один наблюдатель за 5 не уследит, что называется, чтобы проконтролировать. Так вот, посчитав пятером и сложив эти цифры, мы где-то ошибаемся, а то и не один человек, а несколько. Ну, ошибаемся. Получается цифра неправильная. И ее, допустим, вносят в увеличенную форму протокола, как нужно. То есть посчитали и внесли. И если они ошиблись, то это, знаете, как всплывет? В конце, когда все цифры посчитаны, и цифры вносятся в систему, которая распечатывает протокол. Так вот, цифры говорит, у вас цифры не сходятся, идите перепроверяйте. И все. То, И что бедная говорят, комиссия. не бьются результаты, то есть на Да, 1, на 2, на да. 3 непонятно на сколько бюллетеней, и что-то где-то Контрольные, надо опять по новой пересчитывать, получается. да, контрольные соотношения не сходятся. По протоколу видно примерно, насколько примерно где они не сходятся, и бедная комиссия идет и пересчитывает.
Вот и все. Я это лично наблюдал много раз, когда участвовал сам как наблюдатель, член комиссии по решающему голоса. И мне об этом опять сегодня ночью сообщали, да, уже сегодня ночью сообщали бедные наши наблюдатели, которые видели, как комиссия по 3 раза пересчитывала, потому что где-то ошиблись. Ну, потому что не один человек перекладыванием, а много человек за уголок пересчитывали. Почему, по-твоему, члены участковой комиссии не придерживаются процедуры? Казалось бы, сам себе усложняешь жизнь. Расскажу. Да, расскажу. Значит, во-первых, кстати, все комиссии, почти все комиссии в Башкирии, они переизбраны заново. Этой весной каждые 5 лет, на 5 лет избираются комиссии, состав комиссии утверждается. Вот они были, почти все комиссии в Башкирии были переизбраны заново. Это означает, что во многих комиссиях новые члены, новые представители, кстати. Некоторые с опытом, некоторые без. То есть по-разному там, да. Но вот поэтому часть комиссий либо не была обучена, такое бывает, к сожалению, до сих пор, что не все члены комиссии проходят обучение, которое вообще-то для них устраивает Центральная избирательная комиссия Башкирии. Территориальной комиссии. Во-первых. Во-вторых, есть старые комиссии, которые вот по-другому не умеют. Вот их научили там, вот еще в рахимовские времена, вот они так и фигачат. Вот. Правда, есть такие люди, которые из пятилетки в пятилетку члены комиссии работают. Может, не председатель, но может член комиссии. Там, знаете, в школе, да, педсостав. Ну, вот они там и сидят как бы по привычке уже, там, их призывают туда. Вот. А есть комиссии, которые делают специально, потому что так проще потом мухлевать с цифрами. Вот и все. Вот. И только единичные случаи комиссии, которые работают, ну, как по процедуре, по крайней мере. Вот. Соответственно, вот такие вот 3 разных варианта, которые... 3 разные причины, все приводят к тому, да, что подсчет затягивается. На данный момент в эфире закончился подсчет голосов или нет? На том округе, которым мы активно наблюдали, по-моему, да. Я до сих пор, кстати, не уверен. Вот, потому что не все у меня отписались ночью, да. Последняя копия протокола, который мы получили, из тех, которые мы получили в 7:30 утра. 7:30? Я не ослышался? В 7:30? Да, в 7:30 утра нам копию протокола выдали. И после этого комиссия поехала сдаваться в территориальную комиссию. И не факт, что территориальная комиссия их приняла и не завернула обратно. Вот не факт, надо еще проверять. Мы еще будем этим заниматься сегодня вечером, сводить прям итоговую. Вот, соответственно, вот как я говорил, на одном округе, это порядка чуть больше 40 участков, парочку буквально участков, где проходило все четко, и они в 12 написали нам: ребята, мы подвели итоги, вопросов нет, в общем-то, ну, наблюдатель, вопросов нет к итогам. Вопросов не было, весь день под наблюдением, явка сошлась, значит, ну, итог как итоги. Как бы мы за них уверены, действительно. Можно для сравнения понять, какой процент, какая доля, 2 из скольки? То есть, чтобы 2 из 40. Ага. 2 из 40. 40 на округе 40 участков. 1/20 это получается где-то 10%. 5%. 5%. Угу. Да, это там, где... Почему это? Там, где есть люди, которые знают, как должно быть, это либо наблюдатель, а лучше член комиссии по решающего голоса, люди опытные, которые действительно прошли обучение. А делать очень просто. Знаете, самое странное, что вот все, что я говорю, исходя из нашего опыта и из того, что написано в законе. А еще у каждой комиссии есть такой, называется, рабочий блокнот избирательной комиссии, который составлен ЦИКом РБ. Под наши выборы адаптирован. Очень хороший, прям очень хороший методический материал. Учебник. Ты там не знаешь, все расписано по шагам, если его следовать ему, то все нормально будет. Да. Вот если ты первый раз проводишь выборы, первый раз председатель, ну, бывает такой мандраж, не знаю что, ты его берешь спокойно, открываешь на соответствующую страницу и делаешь то, что там написано. Все, и это спасает всех от ошибок, от подтасовок, и процедура проводится согласно... Ну, это же спасает еще избирателей от сомнений в легитимности выборов, и саму систему политическую то же самое в сомнениях в легитимности выборов спасает. То есть это как бы копилка в пользу стабильности, как бы, условно говоря, правильно? Слушайте, термин «легитимность выборов» для меня очень, очень спорный. Почему? Потому что все, кто меня упрекает в том, что я участвую в укреплении легитимности власти нынешней российской через наблюдение на выборах, не могут мне объяснить, что такое легитимность выборов. Вот не могут мне объяснить смысл этого термина. Ну, в моем понимании, это доверие к результатам. Вот в этом мне, как я понимаю. Я, может быть, ошибаюсь, но вот чисто по-простому. Если я доверяю итогам выборов, значит, я считаю эту власть законно избранной, и в этом ее легитимность. Ну, может быть, есть какие-то другие варианты объяснения. Вот, как я понимаю, в данный момент я так использую этот термин. Я понял. Но, смотрите, политологам с вами немножко не согласятся, но это ладно, это вопрос такой больше теоретический. Да, вот, смотрите, дело в том, что вы были бы правы, ну, в смысле, вы правы, да, в случае, если это была бы демократия.
и выборы были честные, допустили всех, кто должен быть там, и чтобы они конкурентны были и так далее, чего не наблюдается, Ну, тут да, тут тоже с тобой нигде. трудно спорить, согласен. Вот. И поэтому прозрачность процедуры современной в России выборной, именно подсчета голосов, да, вот дня выборов, не влияет на легитимность. Потому что выборы сейчас, они аккламационного типа. Ты всего лишь поддерживаешь ты власть или нет. Вот именно об этом они говорят. Вот и все. Поэтому сходил ты, не сходил ты, веришь ты, не веришь, власть без разницы на самом деле. Вы согласны со мной? Вот, по большому счету. Согласен. Поэтому вот если не ходить на выборы, властям лучше. Ну просто, знаете как, главная претензия властей звучит, она не звучит, но она подразумевается, да? А если с ней поговорить, ну вот сходите к среднему уровню чиновника, который этим занимается на уровне, не знаю, администрации города Уфы или там района, да? Вот если с ними вот до конца разбираться, претензия будет последняя, которую вы как народ, да, Разив, ты лично как журналист, как гражданин, да. как житель Башкирии, да, ты не сможешь ее опровергнуть. Если власть тебе говорит, а чего ж ты, дорогой, не пришел? А голос говорит, ну явка 20%, она реальная, и не 70 ни разу. И тебе власть говорит, а чего ж ты не пришел? Чего ж ты молчал-то, а? Разив, ну что можно сказать, когда ты говоришь, а что ты молчал? Что ты не сказал против ни слова? Все. Ну, лично я участвовал в голосовании, поэтому я могу это опровергнуть. Вот, слава тебе, Господи, да? Вот вы-то можете сказать, что нет, я не молчал. Вот пожалуйста, если хотите, фотографию своего бюллетеня можете показать, да, если это не против ваших убеждений. Но вот я смотрю на явку, вот я смотрю на реальную явку, ну 20%. Алло, народ, если вы молчите и не приходите, сейчас ну подожди, это мы можем тоже обсуждать последствия вот этих вот низкой явки, я с тобой согласен. Ну, давай все-таки разберемся до конца в подсчете голосов. Что все-таки происходило, какие ты наблюдения еще вынес из подсчета голосов? Так вот, собственно, процедура нарушается почти везде, как я говорил. Начинается параллельный подсчет всех процедур, ну не всех, но половина процедур сразу делается, потом вторая половина еще после этого делается. Я говорю, больше десятка пунктов, вот они 5 пунктов сразу начинают делать. Ну там 10 человек, вот они все вместе начинают там, кто-то с книгой избирателя работает, кто-то не использованные бюллетени считает, кто-то их уже отрубает, пытаясь всем по пальцу не попасть. Такое тоже случается, буквально. Это правда, я сам лично видел, как люди резали себе пальцы топорами, ножами там, и так далее. Не увлекайся деталями, это такая... Ну так вот, проблема вот в чем. Все это вываливается к тому, что где-то к 12 ночи они сводят данные, и все, а данные не сходятся, потому что они нарушали. Это первое. Второе, и это я тоже покажу в своих фото- и видеоматериалах, не дают наблюдать, физически не дают наблюдать. То есть как это происходит? Стоит, значит, фото-видео, камера снимает на штативе, а люди стоят спинами вокруг стола и не дают наблюдать. Ну просто не видно. Камера, это тоже нарушение, так? Конечно, грубейшее нарушение. Вот. Напоминаю, комиссия работает открыто и гласно. Вот здесь открытость нарушается. Потому что наблюдателю слова не говорят, он весь день снимает, вообще вопросов нету. У него стоит в зоне для съемки, фотосъемки, с нее видно стол, окей, камера хорошая, там высокой четкости, все видно. Но люди не дают этого видеть, понимаете, да? То есть расстояние нормальное, снимать можно, а люди не дают снимать. Вот такое тоже видели. А ты подходишь, можно же еще подойти, не снимая, подойти, посмотреть. Они не расступаются. То есть ты глазами не можешь увидеть. Вот это и есть нарушение, серьезнейшее нарушение. Как будто скрывать что-то. Только мы не знаем, что нам мешает, да? Вот, соответственно, такое тоже было, прям вот препятствие к нарушению. Еще было, ограничивали перемещение, прям запрещали перемещаться. Это грубейшее нарушение. Перемещаться на избирательном, в помещении для голосования, наблюдателю, члену комиссии с правом решающего голоса, уж тем более, можно. Это не запрещено вообще никем. Никаким документом, в смысле. Вот, ни официальным, ни официальным. Просто сиди, вот, тебе дали место, сиди, говорят, да, вот, и все. Вот, такое грубейшее нарушение. Вот, соответственно, но вот часть наших наблюдателей преодолевая это противодействие членов комиссии, значит, все-таки наблюдает, фото-видео съемку делают. У меня прямо есть, да, эти материалы. Я им потом поделюсь. Так вот, и в конце мы приходим к следующему. 12 часов примерно 12 часов, то есть через 3 часа после начала процедуры, есть первые итоги. Они могут быть оглашены вслух, и ребята наши записывают. И, может быть, даже внесены в увеличенную форму протокола, чтобы потом уже нельзя было с ними ничего делать. Либо, может быть, про себя посчитали, никого не сказали. Такое тоже бывает. То есть они посчитали и нарушают принцип непрерывности. То есть посчитали, должны сказать. Гласности, да, огласить результат. Ну, не оглашают. Окей. Мы тоже зафиксировали. Комиссия отказывается, такой много, где отказывается сообщать. И потом они
пошушукавшись, садятся за компьютер и начинают вбивать данные. А дальше происходит самое интересное. И вот это самое интересное было везде. Вот вообще 100% случаев. Территориальная комиссия не принимает итоги, нельзя ввести итоги голосования в протокол. В смысле, в Кнопка не компьютер работает. физически невозможно внести? Программа не работает, да. Типа Она зависла? типа зависла, да. Она происходит через территориальную комиссию. Прям ребята спрашивают, а что, все посчитали, давайте вносите, что мы сидим-то? Все же сидят, все же ждут, да, тут как бы вся комиссия не может. И спать люди хотят, да? Отдохнуть. Там уже уснули некоторые, на самом деле. У меня фотографии есть, как люди спят во время этих процедур. Так вот, соответственно, и нашим ребятам говорят, не можем внести данные, программа не работает. А когда будет? Неизвестно, когда, ждите. Некоторым говорили, ждите до 6 утра, некоторым просто говорили, ждите, мы не знаем. Вот. Соответственно, и где-то примерно, помните, я говорил, 2 участка из 40 примерно, 12 почитались нормально, цифры там сошлись, и они еще ждали после этого ввода данных в протокол, чтобы получить копию протокола. И сколько времени ждали? До 3. До 3 часов ночи примерно начали получать первые, в 2, по-моему, в 2 первые начали получать, вот в 3 примерно более-менее, и вот последний из тех, что получил, в 7:30 сказал. Но не все получили, Часть просто не получила, знаете как, комиссия встала, до свидания, мы уехали. Просто в наглую, представляете, просто Скажи еще такой момент, что там есть в законе требования о прозрачности избирательного процесса, еще о непрерывности, то есть нельзя прерываться, уходить, вот как вот так, покидать помещение избирательной комиссии. Вот я про это говорил. Непрерывность процесса означает вот что. Вы почитали, цифру огласили, должны внести ее в протокол. Вот, без перерыва. Форму протокола. А чем объясняется перерыв? Ничем не объясняли вот это вот технически, как бы условно? Ничем, а программа не работает. У всех программа не работает, мы не можем внести данные. И некоторые, в наш век цифровых технологий очень сложно в это поверить, честно говоря. Да. И тебя сейчас могут обвинить опять в фейках. У вас, надеюсь, есть весомые доказательства того, что был большой перерыв между тем, как посчитали голоса и ввели их по компьютер. Есть такие доказательства? Конечно, у нас есть фотографии, у нас есть люди живые, которые, если надо, будут в суде выступить, не волнуйтесь. Вот. Соответственно, мы для чего все это собираем? Чтобы это было доказательство, чтобы было свидетельство в суде. Если кандидат или партия захочет пойти в суд. Вот, соответственно, некоторые комиссии по беспределу, что называется, даже не пытались носить, просто говорили, да, мы вам не скажем, да, отстаньте от нас, и пошли чай пить. У них там есть помещение для голосования, есть комнатка рядом, где бывает хранится сейф, например, или личная вещь. Или там комната приема пищи еще ее называют официально, так и должно быть, да, то есть, перекусить можно, пообедать там. Вот, они туда бывают, удаляются и что-то там сидят, ничего не делают. Вот. Такое тоже было в небольшом количестве школ избирательной комиссии, где мы наблюдали. Вот, и, соответственно, вот таким образом все затягивалось. В общем, выглядело все это так, как будто комиссия ждет какой-то отмашки сверху, стика своего, для того, чтобы либо переписать данные, либо внести как получилось, что называется. Да? Давайте вносить. Вот, соответственно, с этим вот мы всю ночь наши ребята и боролись, требовали. Вот кто-то смог, кто-то не смог, к сожалению. Можно вопрос? На предыдущих выборах точно такое же наблюдалось или нет? На предыдущих выборах бывало такое, там зависит от тика, на самом деле. Разные тики по-разному работают, как выясняется. Да, вот. На этом округе вот этот тик советский, по-моему, вот так работал. Угу. Чем ты сам объясняешь, вот твоя версия происходящего? Моя версия, действительно, нет, версия технического сбоя, она, может быть, формально существует, может, она формально не работала, кто его знает. Дело в том, что проблема в том, с этой системой технической, что она находится, доступ к ней есть в специальной комнате у специального человека, системного администратора территориальной избирательной комиссии, и вот туда не пускают никого наблюдать. А это находится в территориальной комиссии, да, вот эта система? Эта комната, это так называемое рабочее место системного администратора, который управляет такой системой, находится туда там. Невозможно никому попасть, это по закону или как? Нет, не по закону, просто потому что член комиссии территориальной избирательной комиссии от кандидата либо партии, либо наблюдатель в ТИКе, он может также запросить быть рядом. И зайти посмотреть, стоять рядом и смотреть. Да, конечно. Там нет таких персональных данных. То есть это некий такая вот как раз, либо слабое звено этой системы, условно говоря, либо наоборот тот ключик, замочек, который все объясняет. Да, конечно. Формально, конечно, можно сказать, она не работала, а как не работала, мы вам не покажем. Вот все это сделано было для того, чтобы какие-то итоги выгодные кому-то нарисовать, подкрутить, подсчитать заново. Вот. Такое было у нас на одном участке. А вопрос еще такой, вот смотри, прошу прощения, что перебиваю.
Э, Я вчера был в общественном пресс-центре выборы 2023, Ага. ну, в официальном. И там как бы, по-моему, это из года в год происходит на каждых выборах. Обычно дают данные, там, допустим, на 20:00 давали данные последние по явке. А на Да? 21:00 уже данные не озвучиваются. Такое ощущение, что тоже, что ли, подкрутить надо что-то там с явкой, там, с цифрами. Поэтому Ну, окончательные может итоги быть. в течение хоть ты сколько жди, не дают. А потом уже на утро ты узнаешь внезапно, что явка там либо сильно выросла, либо еще как-то изменились. Ну, результаты выборов. Да, такой вот в этот день тоже такое было. На их участках был резкий подъем явки. Прям рывками, что называется. Вот это признак того, что они пытаются подмухлевать данные одно по другой, чтобы потом цифры сходились просто. Мгм. Вот, соответственно, было такое, что вот участковая комиссия выдала копию протокола, поехали сдаваться в ТИК, и потом возвращаются и говорят, а у нас цифры поменялись, начинают переделывать их. Вот просто на одном участке такое было точно. И по процедуре же положено, если такое произошло, то все члены комиссии должны вернуться, наблюдатели должны, по идее, Всех, тоже, раз их всю распустили, комиссию, оповестить всю там всех. комиссию Мгм. позвать обратно, и если он говорит, да, я приеду, дождаться его и провести эту процедуру еще раз, если надо, полностью под наблюдением, соответственно, если нужно. Вот так. Ну и если я правильно понимаю, я могу подытожить, что, допустим, исходя вот из этих вот всех ваших наблюдений, только 5% участков можно считать, что там все прошло по закону, а в остальных 95 все-таки были нарушения процедуры голосования и подсчета голосов. И Да, как бы да. в Ну, соответствии с множество этим, ну, я могу мелкости, сделать все. такой субъективный вывод, что ну, результатам выборов ну, доверять не стоит, мягко говоря. Ну да. Вы делаете правильный вывод, совершенно верно. Все ясно, понятно. Смотри, еще было, ты говорил про Нефтекамскую Уфу, про то, что были сигналы, что людям, как сказать, их контролируют, как они голосуют. Я вот Да. заметку Пруфы хочу вспомнить. Они опубликовали в день выборов. Медиков из Бирска могут лишить премии, если они не проголосуют. В общем, Мгм. сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии пожаловались, что их заставляют голосовать на выборах. Они приложили скриншот рабочего чата, где как раз видно, как люди пофамильно отчитываются о том, что они проголосовали. И там как бы есть еще сообщение от аккаунта с именем главврача, который говорит, что вот давайте побыстрее, все такое, завтра окончательное распределение премии. Ну, такой намек на то, что ну, вас могут Мгм. лишить премии. Как ты думаешь, Понятно. у вас были вот похожие сигналы, да, или нет? Нет, похожих не было. У нас на округе не было. Просто на участке люди подходили и просили фотографировать те, кто не могут сами фотографировать, что они проголосовали. А Для в законе отчетности. есть некое указание про такое, что такой контроль за выборами, он как бы ну, незаконный? Или нет такого Нет положения? такого. Нет, это не описывается нигде в законе. Хорошо, еще вопрос. Сегодня утром мы вспоминали новости пятилетней давности в том числе. И вот там попалась такая новость за 11 сентября 2018 года, что Башкирия заняла 8-е место среди 80 регионов по полученным сообщениям о нарушениях на выборах в единый день голосования. Были приведены конкретные факты, там в том числе со ссылкой на твои сообщения, на Александра Берелехиса, похитили какого-то там э, члена УИКа от КПРФ Дениса Королева, еще что-то было. В общем, твое мнение, за 5 лет что изменилось? Да, принципиально ничего на самом деле. Просто, по-моему, интерес у избирателей еще ниже стал. Просто это все. Мгм. Немножко. По совокупности причин он стал ниже. Ясно. И вопрос такой, я тебе его задавал в личном чате, но все равно я хочу, чтобы ты его публично как бы ответил. На днях я Мгм. заметил, появилась такая площадка, называется «Альтернативное наблюдение». Имеет ли, Мгм. ну, такой телеграм-канал есть, там, правда, не очень большое количество подписчиков, но тем не менее, ну, этот канал появился буквально совсем на днях. Вот, ну, я так понимаю, он башкирский. Имеешь ли ты какое-то отношение или движение «Голос» к этому каналу, к этому, не знаю, к этой Нет, площадке? нет, не имею. Ничего не удалось выяснить, что за альтернативные наблюдатели появились? И как ты к этому Нет. относишься, если появится какая-то новая организация, которая будет самостоятельно снизу как бы, ну, заниматься А, именно Я активным наблюдением? Если это будет настоящая работа общественная, в сфере общественного активизма по поддержанию чистоты и законности выборов, я только приветствую. Да, Мгм. пожалуйста, ради бога, мы только приветствуем. Но я про них ничего не знаю. Ну вот смотри, например, я сейчас просто одно из сообщений, буквально сейчас открою телеграм-канал и прочитаю. Так, вот у них, например, было сообщение в 22:39 вчера вечером. На подсчете голосов удалили наблюдателя от КПРФ Дубовикину НА. Это участок 3482 Кировского района Уфы.
Это о Ну, чем говорит? возможно. Ну, если Мгм. это действительно так произошло, удалить. Если это произошло без решения суда, то это незаконно. Просто незаконно. То есть удалить Мгм. наблюдателя, член комиссии можно только по решению суда. Это прям в законе прописано. Такая очень жесткая норма. Если же и было решение суда, то надо смотреть, о чем оно. Оно реальное или там тоже какая-то ерунда была придумана на эту тему. Еще раз говорю, Ну, вот у нас ни одного избирателя не смогли удалить. Как бы. Ну, потому ясно. что решения судов не было. И момент такой, смотри, может быть, пояснишь. Тоже Да. сообщение. УИК номер 148-115 Кировского района Уфы. Комиссия одобряет голосование по двое в кабинках. Ну, фотографии, где там видно, что 4 ноги в одной кабинке находятся для голосования. Это что? Это, возможно, какой-то сопровождающий незрячего человека сопровождает или какой-то другой вариант, возможно? Ну, это либо сопровождение, тогда да, тогда это прям в законе прописано, что сопровождающий инвалида может присутствовать и помогать. Это понятно, это нормальная ситуация. Чуть менее нормальная ситуация, когда семья заходит голосовать, там муж, жена, допустим, да, оба дееспособных, как бы они вместе голосуют. И совсем ненормально, когда совсем чужие люди заходят, ну, там, управляемое такое голосование, совсем уж. Вот, мы же не знаем, что произошло, надо разбираться в ситуации. Мгм, Ну, мгм. Еще один прокомментирую случай. УИК номер 3511 Кировского района Уфы. Наблюдатели сидят за колонной, лишенные возможности мгм. наблюдения за всеми этапами голосования. Да, и фотографии показаны, где видно, что часть урн видно, часть не видно. Там, короче говоря, Да, а, это незаконно. Да, это не закон. такая ситуация незаконна. И наши наблюдатели такое, ребят, ну, они добиваются того, чтобы их пересадили, либо их пересадили, ну, это проще сделать, либо, если уж нельзя, то переставили урны. Обычно урны просто переставлять так, чтобы было их видно с этого места для наблюдения. Этого можно добиться. Поверьте мне, это не так сложно, как кажется. Вот. Если Мгм. мы такое видим, это с утра бывает, вот с утра приходишь, садишься и видишь, что ну, не видно, да, не видно, за колонной сидишь. Ну, тут вежливо начинаешь объяснять, что вот норма закона такая-то, пожалуйста, поменяйте. Либо Твой мое совет: нужно с местоположение. собой брать кодекс о выборах или какую-то там методичку, чтобы ссылаться на нормы закона? Друзья, мой совет очень простой. Если вы идете наблюдать на выборах, как член комиссии по повышающему голосу, вы там вообще работаете, тогда, либо вы наблюдатель простой. Вы подходите к председателю, говорите: председатель, возьмите, пожалуйста, рабочий блокнот, который есть у вас в комиссии, он в онлайне есть совершенно точно, и, возможно, даже есть распечатанная копия, она удобнее для работы, может, даже несколько экземпляров. Находим эту норму, читаем, что там написано, и делаем, что там написано. Все, больше ничего требовать не нужно. Работа Ну, а именно если по этому кто-то там блокноту поступает хватает. себя вопреки даже этому предписанию условно письменному там, и ведет себя по-другому, там, не соблюдает процедуру, несмотря на то, что ему Да. подсказали, как бы, что делать в этой ситуации? Такие случаи возможны? Конечно, во многих случаях это так и происходит, они сопротивляться начинают, да, по разным причинам. Делаем очень просто, пишем жалобу письменно, фиксируем и отправляем в ТИК. Все. Большинство этих вот взаимодействий превращается на этом уровне. Из ТИКа звонят, говорят: ребят, вы что, давайте, обеспечьте людям наблюдение, все. Вот, соответственно, все, спокойно, через некоторое время, может, через час, через два, на вас это пересадят, либо урну переставят. Соответственно, Я вот. правильно понимаю, что инициатива вот, разбирательства в судах, она должна исходить от кого-то из участников процесса, прежде всего от кандидатов или от партии, или по-другому может быть? Ну, формально нет, формально избиратель может подать, например, без проблем, потому что нарушены его права. Но избиратель должен иметь на это очень серьезное основание, но проще всего, такое редко, но бывает, в России вообще редко, но бывает, когда избиратель приходит, ну, знаете, скандалы, когда вечером приходит избиратель и говорит: за меня уже кто-то проголосовал, то есть он как будто получил бюллетень. Вот это, ну, практически, наверное, единственный способ от лица избирателя подать в суд, и суд, ну, как бы состоится. То есть это реальная тема, потому что там и выписка будет, и там полиция все зафиксирует. Это реальная ситуация, и человек, если обладает некоторым количеством времени, настойчивости, нервов, чтобы все это пройти, занимает некоторое время, то прям партия и кандидаты может в этом тоже поучаствовать. Ну, правда, это возможно. В остальных случаях, в основном, это нарушение процесса как бы комиссией, в ходе которой, разумеется, нарушаются права избирателей в широком смысле уже, да, на территории этого участка. И поэтому здесь уже должны быть либо кандидаты, либо партии. Иногда, и еще иногда, тоже в редких случаях, но бывает, члены комиссии, права которых нарушены, тоже могут подать в суд. Это сложнее, но тоже можно. Но чаще всего это делают партии, либо кандидаты. Это проще всего. Но суды проще всего принимать такие дела в производство, и по ним иногда даже добивается решения. Ну, вот ключевое слово, наверное, все-таки иногда, или я ошибаюсь? Вот какова судебная практика последних лет на твоей памяти, что кто-то там виновный в нарушении процедуры там был наказан? Смотрите, такие суды подаются против членов комиссии. Против членов комиссии. Кто это может быть?
там ответчиком выступает либо председатель, потому что он руководитель, да, он как бы отвечает за это, либо конкретный человек. Если, например, вброс был, и видно было на фотографии конкретный человек, это может быть не председатель. Ну, это рядовой член может быть, по-разному бывает. Вот, и я на скидку сейчас пытаюсь не ошибиться, порядка 10% таких судов или больше доходит до штрафа. Административное правонарушение, там наказание штраф. После этого, который выплачивает член комиссии, бедный член комиссии выплачивает, 30, 40, 50 тысяч, не знаю, ну сколько назначить, столько выплачивают. Может, 10 тысяч. Ну, по-разному бывает. Вот. И после этого обычно его снимают с этой должности. Обычно такая процедура. Вот. И, кстати, в прошлый раз, в прошлых выборах с Горсовета, по-моему, было такое же. Ну, это прошлые итоги. Прошлые составы избирательной комиссии, они уже заканчивали свою работу. Последний год у них был. Поэтому несколько представителей ТИК таким образом и сняли, собственно, суды, потому что были вот на этом же округе с выборов в Горсовет. Понятно. Ну что ж, я думаю, на этом нам пора заканчивать. Я напомню, единственное, сейчас хочу зачитать результаты голосования. Последние новости, какие на эту тему пришли. Сейчас, секундочку, я открою свои телеграм-каналы и тут как бы прочитаю. Вот, РБК Уфа, в частности, например, сообщает, что после обработки... Сейчас, секундочку, домотаю. После обработки 94,9 протоколов на выборах в Башкирии Единая Россия набирает 69% и 11 получается за Единую Россию. КПРФ пока набирает 11,65, ЛДПР 7,74, партия «Справедливая Россия» и «Патриоты за правду» 7,31, «Новые люди» 3,73. То есть фактически получается 5% барьер, «Новые люди» не проходят. Опять напоминаю, что это по обработке, после обработки 95 почти процентов протоколов, такие результаты. Можешь ли сравнить с вашими результатами? Насколько у вас там примерно бьется, не бьется? Пока нет, у нас аналитики еще нет, она через несколько дней появится, только мы сможем ее комментировать. А по поводу явки у вас какая все-таки в итоге в Уфе получилась примерно? Я не говорю, я пока не могу сказать про всю Уфу, я пока могу сказать про свой округ. Реальная явка 20-22% может быть. Понятно. А здесь данные приводятся по предварительным данным. Явка на выборах в региональный парламент составила 52,48% избирателей. На предыдущих выборах показатель был ниже, 49,8%. Вот как этим цифрам ты лично доверяешь или нет? Многолетняя практика наблюдения на выборах в Башкирии показывает, что цифры по явке завышены, просто завышены, сфальсифицированы. Вот поэтому мы каждый раз считаем свою реальную явку, анализируем, исходя из этого цифр. Скорее всего, здесь тоже завышено. Заключительный вопрос. Что, по-твоему, надо сделать в России, в Башкирии, чтобы, в конце концов, право избирателей участвовать, проводить честные, справедливые выборы, оно было реализовано? То есть и на всех этапах, начиная от регистрации, выдвижения там, и заканчивая подсчетом голосов. Но для этого необходимо, чтобы избирательные комиссии были независимы, ни от кого работали честно, законно. Это первое условие. Второе условие, чтобы наблюдатели приходили и отстаивали право избирателя на то, чтобы выборы были честными. Вот эти два необходимых условия, все остальное приложится. Естественно, потом нужны и суды, если пойти в суд, отстаивать там, нарушения и так далее. Но два этих положения основные. Независимые избирательные комиссии и наблюдатели, которые... Нужно ли что-то изменить в выборном законодательстве, на твой взгляд? Да, хотелось бы, у нас там много претензий есть, но в целом даже это избирательное законодательство, ну, кроме барьеров, да, которые отсекают слишком муниципальные фильтры и так далее, вот кроме них, их надо полностью сносить. Вот, соответственно, то, что придумал Кабиров, господин, еще в далекие годы. Вот, соответственно, вот это все сносить. А сама процедура, сами процессы, в принципе, прописаны более-менее нормально. Ну, вот. Их там подрихтовать, конечно, потом можно будет, даже этого хватит, если по нему работать. Спасибо большое. Спасибо большое. Напоминаю, что мой собеседник, руководитель башкирского отделения Общероссийского движения защиты прав избирателей «Голос» Ринат Факиев. «Голос» признан в России НКО иноагентом, а я, у микрофона был Разиф Абдуллин. Я с вами вместе с гостем прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч в эфире.